Южный – один из самых оживленных микрорайонов столицы. Здесь плотно расположены торговый центр, супермаркеты, спорткомплекс, школа и другие объекты. Между тем, по словам жителей, уже второй месяц, как светофор на перекрестке улиц Ангарский и Московская не работает. Вот светофорлар жерлайлар троозеки. Biz bu mikrorayon çuttakşılardır bizi. O светофорлар айдай бар жоду. Шагда айда бар по светофоре. Поток машин большой, сплошняком идет. Мало кто останавливается, пропускает пешеходов. Уже с лета, с июня месяца где-то пешеходный этот вот светофор не работает. Мэрия на своем сайте обращение граждан писала, что отключено по той причине, что Кызыльская ТЭЦ сделала ремонт сетей. И вот вдоль улицы Ангарской убрали столбы освещения, и по этой же причине отключен светофор. Сейчас, как видим, теплотрассу все уже закопали, но при этом опять освещение, столбы, и это не восстановлено. Кроме этого, вдоль по Ангарскому бульвару отсутствует и уличное освещение, что опять же создает опасность для пешеходов. Особенно сейчас, когда начался новый учебный год. По этим сообщениям видно, что люди для решения этих проблем обращались в столичную мэрию еще в июле. По информации городских властей, в июне этого года представители Кызыльской ТЭЦ спрашивали разрешение для проведения земляных работ на данном участке с целью замены тепловых сетей. В июне Кызыльская ТЭЦ брали разрешение на земляные работы для замены тепловых сетей. То есть у них на сегодняшний день истекли все сроки для восстановления, то есть уличного освещения. Там они демонтировали уличное освещение. А также данный светофор был подключен, то есть кабельная линия была подключена по данной территории. На сегодняшний день мэрии города Кызыла решается вопрос о привлечении Кызыльской ТЭЦ к административной ответственности и наложении административного штрафа. И на сегодняшний день они завершили работу, но они должны восстановить это все в прежнем виде. То есть газон, уличное освещение и подключить светофорный объект. Справедливости ради отметим, что в вопросе, кто ответственен в данной ситуации, еще предстоит разобраться. Руководство Кызыльской ТЭЦ, до которого информация доведена, от ответа пока воздерживается, так что вопрос остается открытым. А пока жители микрорайона Южный вынуждены перебегать дорогу на свой страх и риск. Пожелаем им и автолюбителям терпения и предельной внимательности. Айра Сад, Владимир Суртюк, Мирана Иргит, Тува 24.